Очень часто, когда к нам приходят гости, они тут же в нашей эфирной студии начинают делать селфи. Вытащил смартфон, со всех ракурсов себя пофотографировал, в сторис выложил. Но наши сегодняшние гости обычным смартфоном не обходятся. Принесли они огромную бандурину, камера достаточно внушительных размеров. Сидят довольные, счастливые, щелкают себя. Может быть, и нам перепадет, кто знает. Друзья, давайте знакомиться с нашими гостями, но начнем, наверное, вот с чего. Очень часто многие романтичные сказки заканчиваются свадьбой и фразой «И жили они долго и счастливо». Конец. Но семья – это не конец, это только начало новой жизни, под которую стоит подстраиваться, но не все, к сожалению, имеют ту мудрость, знания, не знаю, навыки или просто стремление, чтобы это семейное счастье сохранить. Но есть пары, с которых можно брать пример, которые на самом деле это умеют осознанно или неосознанно, будем узнавать. Друзья, сегодня у нас в гостях известный музыкант и фотограф Олим Ширинов. Здравствуйте. Привет. И его солнышко, супруга Нигора. Здравствуйте. Здравствуйте. Именно так солнышко очень часто, да, Олим называет вас в соцсетях, по крайней мере, то, что мы видим, то, что мы можем наблюдать. Или еще есть какие-то варианты комплиментов, уменьшительно-ласкательных вариантов? Как часто называет? Нигор. Заюшка. Заюшка, солнышко. По имени называете? Ну, редко. Редко, почему? Это если уже первый, второй вариант не проходит, потом можно по имени крикнуть. Изначально так отношения строились? Или сначала все-таки Нигора, потом уже зайчик, кролик? Сначала Нигора Асроровна, да? Нет, даже конечно, Нигора Асроровна? Нет, конечно. Сразу все было так. Зая, солнышко. Ну, рассказывайте, как вы познакомились и когда это произошло? Познакомились мы давно, году в 2007. Я так думаю, весной. Ну, дело в том, что я в интернете, как только он у нас появился, я сразу туда вышел, вот, и все копался там, что-то делал. Соответственно, у меня была Аська тогда, телеграммов, ватсапов и вайберов не было. Было самое модное, это ICQ. Кто покруче, у них там Hotmail Messenger был. Вот, и я в Аське что-то задал поиск, Душанбе, девушка, возраст, чункс. Там вышел список, и по списку «Привет, как дела?» Вот. И сколько людей в списке-то было? А я не помню уже. Но я не буду себя стоить, что прям так вот. Ну, так вот, общение хотелось. Мы же тогда, нам все общаться хотелось. Вот. Написал «Привет», она написала «Привет, так холодновато». Я говорю: как дела? Что там, изучаешь мое инфо? То ли знакомство, то ли наезд. Она говорит: я вообще не думала, какую инфу. Написал, ответил. Вот так мы коротко, в принципе, пообщались. Потихонечку она узнала, что я музыкант группы Парем. Вот. Потом общение прекратилось на какой-то период, там, да, и потом ты мне позвонила поздравить меня с днем рождения, да? Вот. А я ехал в маршрутке. А у Нигора, когда она расслаблена, голос довольно низкий. Так-то высокий. Ну, скажи что-нибудь. Что? Да, понятно. Хороший тест. И я, значит, еду в маршрутке, звонит телефон. Я так смотрю, там Нигора, думаю: алло? И надеюсь, что там будет: да, привет, как дела? А там такой голос: алло? Меня застопорило, я замолчал секунд на 5, может, на сколько. Что-то она потом сказала: поздравила ты меня, да, я уже не помню. Вот, она меня поздравила, вот, но я чуть-чуть был, конечно, в небольшом таком ауте. Думаю, что-то голос с фотографиями не соответствует. Кто там на самом деле скрывается? Ну и потом общались, все-таки периодически она звонила, я звонил, потом мы встретились, и, кажется, 9 сентября 2007 года, да, я пригласил ее на концерт, у нас был концерт в Гурминджи. Был такой концерт наш, да, как раз посвященный Дню независимости. Ну и там у Гурминджи часто раньше проводились концерты. И мы с Парем выступали, Нигора пришла со своей сестренкой. Вот, после концерта я ее очень просил остаться, чтобы мы пошли, продолжили, так сказать, культурное мероприятие. Вот, но она из моральной семьи, поэтому она сказала: мама, не пускай, ты пошла домой. Ну, а мы же привыкли, бери пока горячее. Вот, и я, соответственно, на следующий день, да, уже кажется, или через день, 9-го, подожди, концерт 7-го, мы 9-го пошли, да, я ее пригласил в ресторан, вот, купил большой букет красивых цветов, роз, она их благополучно в ресторане оставила, вот. Не понравились? Забыла. Но, в принципе, как бы вечер прошел хорошо, мы пообщались, потом долго шли домой, тоже общались, и вот, в принципе, это был сентябрь.
А в октябре уже у нас был Никох, а 4 ноября была свадьба. Все. Все быстро, да. Нигор, у вас такая же версия происходящего? Такая же. Как осмелились все-таки позвонили первой? А когда мы познакомились, он мне ясно дал понять, что у меня 30-го день рождения, и поэтому я позвонила поздравить. То есть такой тонкий намек. Да, я так и делаю всегда. Да. То есть вы позвонили только потому, что Олим сказал, что у него 30-го день рождения. То есть вы не хотели, в принципе, звонить? Или он на самом деле вам понравился, и вы сказали, а почему бы нет? Да нет, мы просто начали общение, поэтому просто поздравить. Ну, можно же поздравить смс-кой. Или, я не знаю, также Ваське вечером написать. Но вы же все-таки решились позвонить. Это значит, что-то и значило? Ну, может быть, нет. Ваське я общалась только днем. Вечером как бы была семья, мы гуляли всегда с невесткой и все такое, а так... На каком этапе отношений поняли, что все это вот судьба, это тот человек, с которым хочется прожить всю жизнь? Наверное, такого осознания и не было изначально, пока... А когда появилось? Ну, вот, пока не позвал вечером и не сказал, у меня к тебе дело, выйди, надо поговорить. Я думаю, ну ладно. Маме говорю, мам, можно я выйду? Мама так, ну что-то поздно, ну ладно, ты недолго. Под окошечком, тут рядышком, да? Да, когда Олим сделал предложение, выходи за меня замуж, немного было как бы, как сказать, я была немного шокирована, но в то же время он мне очень нравился, и я сказала да. Там было два момента еще до этого. Нигор работал тогда в компании Вавилон Mobile, а я тоже с ними сотрудничал в тот момент. И как-то раз я пришел к ним в офис по работе. Я шел, видимо, в какой-то из кабинетов, то ли к замдиректора, то ли к менеджерам. А Нигор узнал, что я сейчас приду, соответственно. А мы еще как бы не встречались. Но Симпатия была. Я только по фотографиям ее на тот момент видел. Она по памяти была на нашем концерте где-то. Ну и вот, я иду, значит, по коридору, а когда я чем-то занят, не то, что занят, когда я занимаюсь делом, у меня в голове только дело, я могу мимо человека пройти и не увидеть его, и многие люди иногда обижаются, думают, почему я не поздоровался, а я просто в своих мыслях иду. И получилось так, что она знает, что я сейчас приду, она так даже в коридоре, там, либо случайно вышла, либо вышла из кабинета, а я так мимо нее так взял и прошел вот так вот. И она так, ах, ты еще и хорошо. Это первый момент интересный. А второй момент, когда, значит, да, я, то есть, сделал предложение, все нормально. И после этого, соответственно, я пошел в гости к Нигоре. Нигора маме сказала, ну, сегодня придет Олим уже, как бы. Мама, соответственно, подумала, что сейчас придет, значит, молодой человек, будет просить руки моей дочери. Все, накрыли стол, все красиво, все классно. Там мама, брат Нигоры, бабушка. Ну, я пришел, там меня посадили за стол, мы сидим, общаемся на пространные такие темы. Вот. И, соответственно, проходит определенное время, я говорю, ну, мама, точнее сказать, говорит, так, Олим, ну, вы что-то хотели сказать? Не забыли ли вы повод? А я говорю, да нет, ничего хотел, спасибо большое, все было очень вкусно. Встал и ушел. Правда? И ничего не сказали в тот вечер? А я не должен был говорить, потому что я поговорил до этого со своим дядей, покойным уже. Он сказал, Олим, ты пойди, конечно, то есть пообщайся, все как бы, да, но ничего не говори, это все мы будем говорить. Ты делал просто, ну вот я так и сказал, а мама все-таки, она думала, что что-то я скажу, и, конечно, она была немножко... В шоке. Что сказала мама после того, как Олим ушел? И что это было? Нет, мама спросила, а почему он ничего не сказал, почему он промолчал. После этого мы с ним разговаривали по телефону, и Олим сказал, что придут дядя и тетя, и они уже все сами скажут. То есть там отдельная церемония. Я маме объяснила, что будет вот так. Но все-таки в любом случае предложение руки и сердца – это очень важный, это ответственный момент. Долго обдумывали и решались, Олим? Нет. Я вообще по жизни долго ни о чем не думаю. И если что-то чувствую, что это хорошо, вот именно хорошо, то я это делаю. Вот, поэтому мы встретились 9-го, до этого как бы общались, 9 числа встретились, после того, как она и повела себя правильно, да, то есть как бы не так, что парень, тебе нравится, все нормально, он говорит, давай оставайся, там, пойдем в ресторан, посетим, он, да, конечно, пойдем. Нет, она сказала, мама вот как бы не разрешает, все, я думаю, ну, классно. А проверка была? Не, это проверка не была, но мне это был как бы один из положительных моментов. После этого мы сходили в ресторан, я посмотрел, как она ведет себя в ресторане, не чавкает, там, не кричит.
Шучу, конечно. Ну да, ресторан тоже имел свое место. То есть мы пообщались в ресторане, потом долго шли домой пешком, то есть много общались, узнали многое друг о друге. И именно поэтому все быстрее произошло. Поэтому я думаю, что если у людей что-то должно быть сверху, то оно произойдет, и тянуть не стоит. Поэтому вот эти разговоры о том, что надо сначала друг друга узнать, а давай поживем вместе, а давай теперь кошечку заведем, позаботимся о ком-нибудь вместе. Глупость. Глупости, не глупости, но вот Сива, наш общий знакомый в Вайбере, пишет: Олим Нигора, доброе утро, спасибо за примерное отношение и просто человечность. Олим, вы личность, оставайтесь всегда таким разумным и настоящим. Сива, я так понимаю, вы знаете какой. Спасибо. Ребят, 14 лет вы в браке, то есть знаете друг друга наверняка как облупленные. И сейчас мы с вами поиграем в Блиц. Небольшое количество вопросов для каждого из вас, по 5 на каждого. Нужно отвечать быстро, не раздумывая, и начнем мы, наверное, с Нигоры все-таки. Итак, Нигора, готовы? Да. Погнали. Любимый цвет Олима? Светлый. Окей. Как называлась первая барабанная установка Олима? Ой, а вот этого я не помню. Хорошо. Какая песня из репертуара группы Парем самая любимая у Олима? У Лима? Я думаю, он все песни любит. Так, ладно, выкрутились практически. Любимый жанр фильмов, который предпочитает Олим? Комедии. Какой подарок запомнился Олиму больше всего, который вы ему сделали? Все. Хорошо. Итак, Олим, давайте теперь поясняйте. Любимый цвет светлый. Что бы это могло значить? А все светлые цвета, я же такой светлый человек. Так. Светло-зеленый. Хорошо. Первая барабанная установка, к сожалению, Нигора не смогла вспомнить, как она называлась. Ремиф. Ремиф. Ну, тогда Да, все речь начинали с такая, Ремифа, да. Какая песня из репертуара группы Парем самая любимая? Я все песни действительно люблю. И Вот прям вот нет здесь- такой, чтобы, которая, окей, Сейчас она есть. любимая песня — это песня Азизом, которую Субир написал. Мы ее еще не записали, но каждый раз даже на концерте я говорю, что вот эту песню я даже очень сожалею, что не я сам написал, потому что песня очень красивая. Любимый жанр фильмов — комедия, сказала Да, Нигора. комедия, да. Какой подарок запомнился вам больше всего? Да все подарки. Ну вот, когда она мне, помню, часы подарила первый раз, они мне, конечно, прям так вот... Первый раз, то есть было несколько часов. Да, вот это вторые часы, которые она мне подарила, а до этого были другие часы. Мне так нравится, что люди не верят в суеверие, а то обычно же как, вот, часы, это же к расставанию, и все начинают переживать по этому поводу. Вообще, честно говорю, вот что касается суеверий и разных вот этих вот примет, есть вещи, которых вот мама нам говорила, и из уважения к маме как бы мы можем что-то не делать. Хотя, вот скажем, моя мама всегда говорила: Олим, не подметай вечером, ты себя из дома выметаешь. Нигора брала там в руки веник вечером убирать, она говорила: не надо, ты себя из дома выметишь. Хотя старшая сестра говорила: кого выметишь? Грязь останется, убирайте, все нормально. Вот, какие-то суеверия есть, и мы их как бы соблюдали, пока есть человек, который в них верит, и мы его уважаем. Но так, чтобы сами, чтобы у нас какие-то суеверия. А как вот насчет цветов, точнее оттенков? Вы сказали светлые, при этом у вас темная рубашка, темная куртка. Так это же не значит, что на мне, и я должен, если мне что-то нравится, я всегда буду в этом ходить. Я буду на шута похож. Вот. Иногда приходится одеваться чуть более сдержанно. Но любимые цвета, да, у меня все-таки цвета, как бы сказать, яркие цвета. Яркие цвета. Яркие, это светлые. То, что я люблю, да. И этим себя, в принципе, всегда и окружаете. Старайтесь. Вот солнышко светит, конечно. Я думаю, что у нас сегодня так светло в эфирной студии. Точно, солнышко. Олим, ну а теперь вопросы вам о Нигоре. Готовы? Да. Как думаете, какая ваша песня больше всего нравится и не нравится Нигоре? Нравится Тоба Кай Сузам. Не нравится, у нее нет нелюбимых песен группы Парем. Ну да, признается она сейчас, хорошо. Любимая телевизионная передача Нигора? Мы не смотрим телевизионные передачи. А может, Нигора смотрит? Она Втихаря не смотрит от вас. телевизионные передачи. Нет. Если вы спросите, какой фильм, я могу сказать, а вот телевизионные передачи она не смотрит. Хорошо, на фильм поменяем. Любимое кино? Кино турецкий вот этот же был, где там Хюррем, где там... Сериал? Ну да, это как он назывался? Великолепный век. Да, «Великолепный век». Хорошо. Последняя прочтенная книга Нигора? Она пыталась прочитать «Граф Монте-Кристо», но у нее не получилось. Ну, попытка была, это уже радует. Я очень просил. Какая кличка была у Нигора в детстве? Я не думал, что у меня была кличка, не знаю. Хорошо. Ну и как зовут лучшую универскую или школьную подругу Нигоры? У нее одна подруга, Зарина зовут. Ну что ж, давайте проверять. Песня на самом деле любимая? Да. А нелюбимых нет. Нет, нелюбимых нет. Почему так получается?
Не знаю, все песни нравятся. Максимальная симпатия. Хорошо, фильм любимый, правда? Да, очень люблю турецкие фильмы, особенно «Великолепный век». Книжку так и не осилили? Не осилила. Что пошло не так? Началась нудятина, как мне кажется, и я не смогла дальше читать. Кличка в детстве была? Была. Меня дяди называли Негора Помидора. Вот солнышко звучит гораздо лучше, да? Ну и про подругу? Действительно, подруга Зарина. Отлично. Достойно уважения, достойно аплодисментов, молодцы. Так, Олим, вот вы очень часто выкладываете совместные фотографии с Нигорой, да, в социальных сетях. Вы дурачитесь, вы улыбаетесь, вы целуетесь. Кого-то такое поведение радует, умиляет, может быть, даже вдохновляет, но есть люди, которые говорят: нет, счастье любит тишину, не надо вот так вот открыто. Как вы относитесь к такой вот реакции? Ну, это их право, пускай и тихо любят. Мы любим громко. Мы любим пошуметь. Мы любим ярко, мы любим делиться с радостью своей. И потом, мне кажется, когда люди видят вот такие открытые отношения, это многих людей мотивирует, тем более в нашем обществе, где все-таки к женщине отношение немножко другое, в семье отношения, ну так уж сложилось, что оно не совсем, на мой взгляд, правильное. Это хорошо для нашего общества, они это видят, кто-то что-то находит в этом новое, открывается. Ну вот, кстати, по поводу отношений, есть такая фраза: муж голова, жена шея, куда хочу, туда верчу. Согласны ли вы с таким утверждением, и кто на самом деле у вас крутит и вертит в семье? Нигора? Не знаю, как насчет крутит-вертит, но муж голова, это правда. А шея вы? Не знаю, могу ли я крутить-вертеть, но главный в семье мужчина. Нигор, вот смотрите, есть такое утверждение, что за каждым успешным мужчиной стоит сильная женщина. Олим в любой сфере, за которой бы он ни брался, это и фотография, это и музыка, достаточно успешный. Как вы думаете, хотя бы доля вашего вклада в это есть, либо его трудолюбие все делает? В первую очередь трудолюбие Олима, и я стараюсь не мешать. Не попадаться под ноги и под руки. А были какие-то... Да, Олим, вы хотели что-то добавить? На самом деле это абсолютно верное утверждение. Ни один мужчина никогда ничего не добьется, если он не будет чувствовать плотных, хороших и таких вот надежных тылов. Когда ты знаешь, что дома все хорошо, что тебя любят, что тебя поддерживают, что тебя не искренне восхищаются тем, чем ты занимаешься, чем бы ты ни занимался, тебе легче этим заниматься, и, соответственно, ты достигаешь больших результатов. И поэтому я абсолютно согласен с утверждением, что за любым успешным мужчиной обязательно стоит женщина. Ну, а вот бывали же, наверное, моменты, когда вы принимали какое-то решение, Нигора говорила: я не думаю, что это классная идея, может быть, стоит от нее отказаться, и вы передумали, либо же вы шли поперек и говорили: ну, давай, наверное, все-таки попробуем это сделать, переубеждали Нигору. Вот ты начал вопрос хорошо, а потом взял его немножко и повернул так, что можно сказать: ну, вот так. Не, на самом деле, я не идеальный человек. Вот, конечно, я всегда говорю, у нас в семье есть правило, что папа всегда прав, и если даже папа не прав, он все равно прав. Это правило знают и Солнышко знает, и дети мы все его наизусть знают и понимают. Но при этом бывают действительно ситуации, когда что-то я хочу сделать, и вижу, что, допустим, Нигоре это не нравится, она не говорит так, что мне не нравится, она просто может мягко это сделать, но я вижу, что ей не нравится, или она может сказать: ну, не стоит. Я, конечно же, прислушиваюсь. Но если вопрос принципиальный, и я вижу, что она это говорит, потому что просто не понимает, и либо не видит конечной точки, ну, тогда я поступаю так, как считаю нужным. Ну, а диалог, то есть объяснить, сказать: может быть, я вижу эту конечную цель вот так вот. Бывают моменты, когда, конечно, во-первых, я всегда говорю, что людям Бог дал язык для того, чтобы они разговаривали. Вот, это и путь к уменьшению конфликтов, и к разрешению конфликтов, и, кстати, семья долго может существовать именно только в том случае, если супруги общаются обязательно. Вот. Поэтому бывают моменты, конечно, где мы обсуждаем, где она что-то говорит, я ее слушаю, говорю: ну, в принципе, да, наверное, правильно, хорошо. Но бывают же моменты в жизни, когда надо решать быстро, там не до обсуждений. За эфиром мы успели узнать о том, что Олим достаточно вспыльчивый человек, эмоциональный, не всегда может контролировать свои чувства все, которые переполняют его. Но это на самом деле очень сложно всегда для отношений, потому что второй человек, соответственно, он должен как-то, да, подстраиваться, как-то пытаться урегулировать сложившуюся ситуацию. Нигор, у вас всегда получается это делать? Не знаю, даже это надо у Олима спросить, всегда или нет. Олим?
Отвечайте за обоих, я так понимаю. У Нигоры получается всегда это сделать тем, что она еще не упирается никогда. То есть она вот видит ситуацию, накалилась, она промолчит, пойдет спокойненько. Вот. А мне потом стыдно. Вот. И, соответственно, потом я прихожу, и мы общаемся, мы разговариваем, обсуждаем, что не так, что послужило причиной, что, где, как. Вот. То есть ее заслуга в том, что она никогда не спорит. Нигор, никогда не было вот такой ситуации, когда вы сказали, нет, вот я так считаю нужным, вот будет, по-моему. Даже если было, это было в голове. Вот, значит, все-таки в голове и были эти ситуации. Олим, вы не переживаете за то, что это может быть как бомба замедленного действия? То есть в один прекрасный момент просто Нигора возьмет и вспылит, да так вспылит, что мало не покажется. Дело в том, что я довольно неплохой психолог, и я ее знаю. И я знаю, что она не вспылит. И я сам не доведу до той ситуации, чтобы она вспылила. Я же говорю, мы очень много общаемся. То есть та ситуация, где, возможно, что-то произошло, и я мог... Это, еще раз говорю, не она может стать причиной. То есть это может быть в группе какие-то неурядицы, да, и я могу вспылить, по бизнесу что-то еще, да, вот. Но в любом случае, если эта ситуация происходит, то мы потом все равно ее проговариваем. А когда мы проговариваем, все это... И все, пузырьки ушли, ничего не осталось. Все. Бывает, оказывается, и такое. Вот вы сейчас сказали про психолога. Психологи выделяют в семейных отношениях иногда некоторые периоды кризисные. То есть это 1 год, 3 года и 7 лет. Но это, конечно, условные такие периоды. То есть сначала это притирка, когда люди адаптируются, да, под, может быть, быт человека, у него, да, эти традиции какие-то могут отличаться, потом это появление детей, опять определенные, да, какие-то трудности, сложности, ну, а 7 лет, я не знаю, может быть, там уже просто страсть утихает. У вас был какой-то вот такой вот кризисный период в отношениях, который вот очень сложно переживался? У нас не было таких периодов. Более того, если мы говорим о тех психологах, которые характеризуют вот эти самые периоды, как вы сказали, я считаю, что этим психологам самим смотришь на психолога, и понятно, что ему самому нужен психолог. Я не такой психолог. Я читаю людей, это другое. То есть я не изучаю психологию. Я смотрю на человека, общаюсь, и за столько времени, то есть в группе очень много людей, и руководишь группой, ты руководишь коллективом, ты видишь человека, понимаешь его поведение, что является предпосылками, и ты уже можешь читать людей. Я вот могу читать людей. Вот. А по поводу кризисов и прочего. Но если люди не готовы к браку, ну и там дело не в кризисе, они не будут готовы к браку. Если человек не понимает, что такое дети, то при чем здесь кризис? Он и к 5-му ребенку не поймет, что такое дети, так и будет вести себя как оторва какой-то. Вот. Единственное, что могу сказать, что да, все-таки, на мой взгляд, брак – это дело чуть-чуть более позднего периода. То есть не как у нас принято, 18, 19, 21 год, и люди поженились, и все. Понятно, что в этот момент человек еще сам не сформирован, он сам еще не готов к браку, а тут у него ребенок. Ну, о чем речь? Конечно, там будут и стрессы, там будут и проблемы, а если еще и семья не помогает, то в общем, никаких, если вернуться к вопросу, никаких кризисов 1, 2, 3, 10, 7 года у нас не было. У нас как бы все идет гладко, ровно, так, как должно быть в жизни. То есть солнце, есть холод, есть утро, есть вечер. Слышал, вот да там так, еще кто-то замешан. Солнце здесь. Как я, инь-янь, она солнце, я луна. Кстати, я по зодиаку... Кто я? Кто я? Ну, короче, рак, да. А еще кролик. Но почему-то я люблю луну. Честно говоря, я тоже не верю в эти числа, зодиаки разные, но кто-то верит. Ну вот могут люди пожениться, в принципе, в достаточно взрослом возрасте, но у них могут быть разные подходы, например, к воспитанию детей. Вот здесь тоже появляются какие-то нюансы. Там женщина всю-сю-сю-пусю, мужчина говорит, нет, надо растить ребенка там в ежовых рукавицах, и вот начинаются какие-то споры. Здесь самый важный момент. Да. Мужчина всегда прав. И пускай феминистки станут в стороночке. Слава богу, мы живем в стране, где еще они не имеют такой Сейчас они еще дозвонятся до нас. Сильной позиции. Это же не значит, что мы унижаем. Я очень люблю и уважаю свою супругу. Но при этом всегда говорю, что мужчина – это мужчина, а женщина – это женщина. У нее своя роль в жизни, у меня своя роль в жизни. И ее роль в жизни – хранить очаг. Хранить очаг – вот это и значит сделать все, чтобы в доме сохранялось тепло, уют, добро и любовь.
Хорошо, с распределением ролей в вашей семье понятно, но бывают еще одни члены семьи, это родственники, которые тоже иногда пытаются все, естественно, во благо сделать и принимать отношения там в каких-то, может быть, спорах, ситуациях. У вас такое случается? Или случалось? У нас в семье есть одно, это наша семья. Все остальные мнения, они как бы мнения со стороны. И они абсолютно не касаются нашей семьи. И это, и пока моя мама была жива, мы жили вместе, то есть я ей не позволял где-то, хотя она и не лезла, она у меня такая мягкая была, она всегда не гору так вот хвалила. Даже там где-то бывал момент, там у нее могло настроение быть, и мы, шутя, я говорил, ну вот, что, уйдет она. А мама говорила, куда уйдет? Это ты уходи. Пускай остается. Вот. Но я никогда не позволял ни маме, ни кому-либо еще влиять на наши отношения в семье. Я всегда говорил маме, когда она пыталась что-то сказать, мам, у тебя была своя семья, ты меня вырастила, делала, как ты хотела, как ты хотела. Мы будем делать, как мы хотим. Все. Не было обид на этой почве со стороны родственников, и когда вот такое происходило? Ну, если они обижаются, это их дело. Может, и обижался кто-то, не знаю. Ребят, понятно, что вот то, что я сейчас скажу, это речь такая индивидуальная, каждый человек, он особен по-своему, но все-таки можете дать какие-то советы, секреты успешной жизни, совместной жизни, любви тем, кто сейчас, может быть, только хочет создать семью, тем, кто начинает встречаться, может быть, какие-то вот, я не знаю, лайфхаки, может быть? Мужчина всегда прав. Не, ну это понятно, да. То есть это от Уильяма Шерина такой прям вот все, печать такая. Мужчина всегда прав. Ну а все-таки. Это стандартные фразы будут. Стандартная фраза о том, что нужно уважать своего партнера. Нужно любить своего партнера. Без компромисса семьи не бывает. Это все стандартные фразы, которые все говорят, и вроде бы вот все на виду. И вот понятно, как добиться идеальной семьи. Но люди этому не следуют. Люди этому не следуют. Ну, а здесь что можно сказать? Не следует и не следует. Но все-таки самое важное, еще раз скажу, это задача женщины сохранять уют и покой в семье. А значит, уважать своего мужчину. Все, если она будет уважать мужчину, это уже 90% того, что семья будет спокойная и нормальная. И еще важный момент, об этом мы тоже сказали, но как бы чуть упустили. Мужчина должен понимать, что как только он женился, для него первая женщина становится его жена. Ни мама, ни сестра. Мама, понятно, у нее своя роль в жизни, она никуда не уходит. Но если он взял на себя ответственность и взял человека рядом с собой, то первой становится она. Все. Так же, как для женщины должен быть первым стать мужчина, а не кто-либо там из окружения. Неважно, кто это. Егор, вы со всеми утверждениями согласны? Согласна. Если я вот так вот, я делала для себя заметочки небольшие, и надеюсь, нигде сейчас не привру. Во-первых, вот один из советов – это, наверное, осознанность, когда ты вступаешь в брак, поэтому лучше, конечно, вот с возрастом не торопиться, когда уже придет мудрость, опыт и старческий маразм. До такого доводить тоже не следует, везде нужна золотая серединка. Второй момент – язык нам нужен для общения, поэтому всегда надо разговаривать со своей второй половинкой, чтобы решать назревающие проблемы. Приоритеты расставлять. То есть для жены это главное, это муж, для мужа это супруга. Но вот все-таки как не дать угаснуть огоньку вот этих вот отношений? Потому что когда люди долгое время вместе, вот эта вот рутина, вот эта вот привычка просто, хочется вот какого-то взрыва, а вроде как нет, вот не горит пламя в глазах. Что нужно для этого делать? Отдыхать друг от друга или наоборот больше времени проводить? Как вы думаете? Ну, отдыхать друг от друга однозначно не нужно, а во-вторых, надо, чтобы жизнь не превращалась в рутину. И все. Например, у нас жизнь в рутину не превращается. Я такой человек, что могу с утра встать, сказать что-нибудь, у них глаза вот такие, и мы делаем, да. Например, однажды мы встали, и я говорю, хотите море? Они говорят, да. Я говорю, ну все, собирайтесь. Завтра в 3 часа выезжаем. В 3 часа мы выехали. 3 часа ночи. К 11 мы доехали до нашего Таджикского моря. 2 часа покупались, 3 часа, потом говорю, ну все, домой поехали. В час ночи уже были дома. В час-два ночи были дома, да, то есть вот такие моменты. То есть я очень люблю такие спонтанные вещи делать, да, то есть поэтому я считаю, что если жизнь не превращать в рутину, саму жизнь не превращать в рутину, то и не будет никаких моментов. Вот эти фразы по типу «нам надо отдохнуть, доктор», «нам нужен перерыв в отношениях». Ну что за глупость? Какие перерывы в отношениях? Я без нее день побуду, мне уже плохо.
Мне уже нехорошо. Какие перерывы? Вот, кстати, да, на какой период максимально расставались за все это время, за эти 14 лет? Часов на 6-7 максимум. Правда? Да. Не, ну вот только единственное, когда я ездил, вот... Не, уезжал ну туда. я это не считаю, потому что вы с ребятами уезжали. Да, с ребятами не считается? Нет. Ну, когда в Ленинабад мы поедем, то есть там бывало на сутки двое максимум, да, но опять же, все это сопровождалось там телефонными звонками какими-то, короткими сообщениями везде. В Вайбере, в Телеграме. То есть всегда в любом случае были на связи. И есть у нас сообщение от Абдукарима в Вайбере. Он пишет: с добрым утром, азиаты. Все, что сказали гости сегодня, это правильно, молодцы. Ну что ж, я, наверное, думаю, что вот на этой точке мы подведем итог нашего эфира сегодня. Спасибо вам огромное, что вы пришли. Я не знаю, отмечаете вы этот праздник или нет, но с наступающим вас Днем всех влюбленных. Спасибо. Подарки будете делать друг другу или все-таки... 14 мы не очень отмечаем. Мы отмечаем 8 марта, день свадьбы, день рождения, а 14 день как день. Концерт у нас будет 14 группы РМ, но туда тоже уже вряд ли кто попадет. Песню «Негори» посвятите? Да ей уже столько песен посвятили. У нас у группы 3 песни Негора есть. Ну, хорошо, еще одну сделаем. А на концерте все песни, что я пою, я для нее пою. Ну, здорово. Что ж, я так понимаю, места уже не осталось для того, чтобы пригласить гостей на ваш концерт? Да, но будет концерт в марте. В марте, обязательно. Мы вас еще пригласим, потому что нам секретик такой рассказал Улим, что они готовят новые песни, будет презентация буквально совсем скоро, но об этом чуточку позже. Спасибо вам огромное, вам счастья, успехов, любви. Вам спасибо.